Добрый день, дорогие слушатели. Сегодня мы будем говорить о моде. Боюсь, я сейчас услышу разочарованные вздохи мужской половины аудитории. Но если будет совсем уж неинтересно, можете любоваться иллюстрациями. Красивая модель никого не оставит равнодушными. Все мы тут делимся на тех, кто любит моду, и тех, кто считает себя выше, серьезнее, эрудированнее этого. Вот для таких снисходительных людей предлагаю начать с маленького видео, которое, на мой взгляд, прекрасно иллюстрирует всю суть моды. Запустим. Вот. Выбрать трудно. Они совершенно разные. Что смешного? Нет, ничего Знаете, просто, по-моему, они выглядят абсолютно одинаково. Понимаете, я еще не разбираюсь в этих тряпках. В этих тряпках? О, ясно. Вы думаете, что они не имеют к вам отношения? Вы подходите к шкафу и выбираете, не знаю, этот мешковатый голубой свитер, поскольку хотите всем показать, что вы человек серьезный, и вас совсем не волнует, во что вы одеты. Но вы не знаете о том, что этот свитер не просто голубой, не лазурный, не бирюзовый, а небесно-голубой. И вам невдомек, что в 2002 году Оскар де ла Рента создал коллекцию вечерних платьев небесно-голубого цвета. А затем, кажется, Ив Сен-Лоран коллекцию небесно-голубых френчей. Здесь нужен жакет. И вскоре другие дизайнеры ввели небесно-голубой цвет в свою палитру. А затем он просочился в крупные магазины одежды, а потом, спускаясь все ниже, достиг какого-нибудь магазина уцененных товаров, где вы его и выудили. Однако ради появления этого оттенка были затрачены миллионы долларов и огромный труд. И хотя вы уверены, что сделанный вами выбор подчеркивает вашу независимость от моды, на самом деле вы носите свитер, который был выбран для вас людьми в этой самой комнате. Из горы тряпок. И можно презентацию включить. Для все еще сомневающихся подчеркну, что сегодня общемировой доход индустрии моды составляет около 1 триллиона 200 миллиардов долларов США. Вот сейчас еще вот посмотрите. Мировой рынок одежды оценивается в 2,7 триллиона долларов США, что составляет 2% мирового ВВП. Число работников индустрии более 100 миллионов человек. Впечатляюще. Индустрия моды включает в себя дизайнеров, производителей, журналистов, фотографов, бренд-менеджеров, байеров и многих других. Эта империя охватывает всю планету, но имеет своего хозяина, а вернее пару-тройку кукловодов, которые диктуют свои правила. Одним из таких хозяевов мира моды является француз Бернар Арно. Вот он. Он занимает 7-е место в списке богатейших людей планеты по версии журнала Forbes и является основателем и главой корпорации LVMH, в которую входит более 50 брендов роскоши. Это всеми известные марки одежды, такие как Кристиан Диор, Луи Вуиттон, Селин, Фенди. Это ювелирные изделия марок Булгари и бриллианты Де Бирс. Это спиртные напитки Хеннесси, Дом Периньон, Вдова Клико, Моët Шандон и другие. Интересным фактом является то, что его сын женат на супермодели Наталье Водяновой. Его главный противник – это Франсуа Анри Пино. Он является главой дома Керинг, в который, в свою очередь, входят такие марки, как Александр Маккуин, Bottega Veneta, Стелла Маккартни, Серджио Росси, Сен-Лоран, Баленсиага и Гуччи. За Гуччи в свое время между Франсуа Пино и Бернаром Арно разразилась война. Победителем вышел Франсуа Пино. Компанию Керинг в свое время основал его отец. Его тоже звали Франсуа Пино. Зовут, вернее, он еще жив. Франсуа Пино-младший женат на голливудской звезде Сальме Хайек. Дому Керинг принадлежат также интернет-магазины Юкс и с недавнего времени интернет-магазин netaporte.com. А вот всеобщей королевой бала моды является корпорация Condé Nast,
которой принадлежит практически весь мир глянца. Кондé Nast издает такие журналы, как Vanity Fair, Tatler, Glamour, конечно же, Vogue, GQ, New Yorker и другие. Также этой компании принадлежат такие интернет-площадки, как Brights.com и Vogue.com. На модной арене существуют и другие очень важные игроки. Это гиганты масс-маркета, всем известная компания H&M, и Inditex, который принадлежит всеми нами любимая марка Zara. Также это компании Prada, Liz Claiborne и многие-многие другие. А вот и пришли модели. Главным и неотъемлемым атрибутом моды является погоня за новизной. Вас никогда не удивляло, почему в определенный момент времени появляется определенный тренд? С чего вдруг все решили, что в этом сезоне, например, в моде 90-е, вырезы на плечах или полоска? Как так получается? Ведь дизайнеры, они не собирают консилиум для обсуждения будущих трендов. Более того, все свои творения они друг от друга тщательно скрывают. Для начала, чтобы это понять, определим, что же такое тренд. Тренд – это фактически изменение потребительского спроса. То есть мода представляет собой некий набор изменчивых тенденций и течений. И трендом может быть абсолютно все, начиная там, от канареечного цвета, да, и заканчивая там, цветным мехом. Но главной особенностью любого тренда является то, что он практически всегда отводит нас в прошлое, но с некоторыми изменениями. Дело в том, что в моде практически все уже на сегодняшний день придумано и разработано. То есть эра создания мини или смокинга, или там новых тканей по типу той же лайкры уже давно прошла. И главная фишка в том, чтобы правильно интерпретировать модное наследие. Но даже этого мало. Сегодня успех возможен только при четком видении потенциального клиента и своевременном улавливании тех самых пресловутых трендов. Так. Секундочку. Задача дизайнеров и корпораций в том, чтобы уловить эти самые тренды, то есть уловить эти течения. Самим это делать очень сложно и очень долго. Поэтому они обращаются за помощью в именитые тренд-агентства. Тренд-агентства занимаются сбором и продажей информации о том, что, по их мнению, будет наиболее выгодным приобретением в будущих сезонах. Свои видения они отображают в трендбуке. Вот трендбук выглядит вот таким вот образом. И вот таким вот образом. То есть трендбук включает в себя информацию очень разную. То есть это от различных цветов, цветовой гаммы, то есть до различных течений. То есть это все, чем дизайнер, в принципе, может вдохновляться. Трендбуки – это очень недешевое удовольствие. То есть средняя стоимость одного трендбука – это 4-5 тысяч долларов США. Самые знаменитые трендбуки выпускаются такими компаниями, как Trend Union, YGSN, Future Laboratory и Pantone. Вот Pantone мы видим здесь, да, они специализируются на прогнозировании цветовых гамм, то есть только цвета. Например, одна из самых главных трендинговых компаний – это YGSN. И вот онлайн-подписка на YGSN обойдется компании примерно в 50 тысяч долларов США в год. То есть, в общем, это все очень дорого. Трендбук выпускается где-то за 12-18 месяцев до предстоящего сезона. То есть суть работы тренд-аналитиков заключается в анализе социокультурных явлений, сигналов, которые мы видим повсюду, в СМИ, в архитектуре, в музыке, в кино. Ведь мода это не вещь в себе, это то, что нас окружает. Влияние этих сигналов оно может быть опосредованным, а может быть и буквальным. Вот приведу несколько примеров таких вот сигналов и их влияния. В начале 90-х, даже в конце, я бы сказала, 80-х, в мире музыки произошла революция. То есть в Сиэтле зародилось новое движение,
Это стиль гранж, да? Может, кто-нибудь его знает, надеюсь. В общем, главной иконой этого стиля является Курт Кобейн и группа Нирвана. Стиль гранж отображен и в манере одеваться этой группы, и, то есть не только в музыке. Вот мы видим по Курту Кобейну, да, примерно какой это был стиль. То есть это рваные джинсы, это дешевые рубашки, это майки, рубашки часто такие фланелевые, клетчатые. Это такая неряшливость и неопрятность. То есть весь образ является таким протестом, то есть протестом против лоска, против гламура. Это вот грязные волосы, обязательный атрибут такой вот был. Гениальный дизайнер того времени Марк Джейкобс, он вовремя уловил этот тренд и в 1993 году представил коллекцию в аналогичном стиле. И она, можно сказать, взорвала мир моды, а затем уже пошла в массы. В 2007 году Джон Галлиано для Кристиан Диора создал одну из своих самых успешных кутюрных коллекций. Вот мы тут ее видим. И эта коллекция явно нас отводит к фильму «Мемуары гейши», который вышел 2 годами ранее. Ежегодно в одном из самых важных музеев Метрополитен в Нью-Йорке проходит в мае выставка моды, посвященная определенной тематике. Считается, что эта выставка имеет колоссальное влияние на новые течения. Например, несколько сезонов назад возрождение панк-моды связывают именно с тем, что выставка была посвящена панк-культуре. В этом году, вот в начале мая, выставка посвящена моде в эпоху технологий. Вот несколько экспонатов этой выставки. Выставка практически всегда сопровождается балом Метрополитен, который посещают все голливудские звезды, дизайнеры, звезды шоу-бизнеса. Вот несколько луков с как раз бала, который был сравнительно недавно. Все это очень бурно обсуждается в прессе, и считается, что все это может показать, что будет модно через некоторое время. То есть вот футуризм и новые технологии с очень большой вероятностью попадут на подиумы в скором времени. Особое значение сегодня играют анализ социальных сетей. Дело в том, что тренд-хантеры, то есть это люди, которые специализируются, да, на прогнозировании, они очень тщательно изучают все то, что мы делаем. То есть начиная от того, что мы едим, да, все это отображается в социальных сетях, заканчивая нашими позами, нашими комментариями, да, под фотографиями. Очень тщательно изучается и поп-культура, изучается стиль знаменитостей, потому что знаменитости всегда имеют колоссальное влияние на умы масс. Например, стоит Джиджи Хадид со своей знаменитой подружкой выйти в джинсах на высокой талии пару раз, да, и в кроп-топах, и через некоторое время мы можем наблюдать аналогичный стиль уже на Сухумской набережной, вот, как мы здесь это видим. Глубоко изучаются также события, которые происходят во всем мире, ведь мода, она остро на все реагирует. То есть речь идет в том числе о политических и экономических процессах. Приведу такой вот пример. В свое время легендарный диоровский New Look имел огромный успех. Это объясняется тем, что мастер сумел вовремя определить, что нужно женщинам того времени. Дело в том, что после Второй мировой войны женщины устали от военной формы, от строгих линий. Женщинам нужна была женственность. И вот они ее получили. Да, диоровский New Look, да, это такой, скажем так, культ женственности, это культ узкой талии. Другим примером может быть то, что зачастую перед глобальным экономическим кризисом на подиумах господствует буйство красок и буржуазный стиль. А потом мы можем иметь такой стиль, как нормкор,
который, можно сказать, порожден финансовыми проблемами. Нормкор – это новый стиль, новое направление, которое появилось, можно сказать, в 2014 году. Здесь в культ возводится безликость, то есть люди как бы говорят: мне все равно, мне плевать на моду, духовные ценности важнее материальных. Культовой иконой этого стиля является Стив Джобс, который практически за всю свою жизнь не изменял своему стилю. Это кроссовки New Balance, это джинсы и черная водолазка. Я хотела бы отметить, что все вот эти вот вышеперечисленные подходы, они не исключают человеческого фактора, потому что мир моды, он по своей сути очень невелик, и люди друг друга знают, они ходят в одни и те же места, они общаются, они посещают одни и те же выставки, читают одну и ту же литературу, то есть в принципе они могут получать вдохновение с одних и тех же вещей. А другим важнейшим подходом к прогнозированию трендов является прогноз материала. Дело в том, что новый материал диктует формы и силуэты. То есть если мы возьмем жесткие материалы, да, то они предполагают твердые архитектурные формы. А если речь идет о мягких материалах, то они предполагают струящиеся ткани. То есть, согласно этому подходу, новая мода начинается именно с новой ткани. А новую ткань мы можем найти, соответственно, на текстильных выставках. Главной выставкой является выставка Premier Vision в Париже. И эта выставка – это кладезь информации для прогнозистов о том, что же будет модно в предстоящих сезонах. Как я говорила, новый материал предполагает новый силуэт. Новый силуэт появляется в чистом виде, то есть он не нуждается в декоре, он не нуждается в украшениях, то есть публике он интересен и так. И некоторое время вот этот новый силуэт господствует на подиумах, а потом публика постепенно от него начинает уставать, то есть, и тогда его начинают декорировать. Чем меньше публика интересуется, тем больше украшений и орнамента появляется. И в определенный момент орнамент разрушает силуэт, и появляется потребность уже в новом силуэте. Вот только что я вам описала один из таких подходов к жизни тренда. Дело в том, что существует множество подходов, которые даже бывают математическими и научными. Они все основаны на цикличности моды. Вот один из таких интересных подходов разработали костюмеры. Про него также писал знаменитый социолог моды Гофман. Подход называется формальным. Речь идет о прогнозе костюма. То есть за основу берется развитие костюма. Берутся элементы костюма, это рукав, лиф, юбка. И берутся основные его формы. Это овал, трапеция, прямоугольник. И начинают исследовать развитие вот этих вот форм. Исследования проводятся на основе журналов мод. Через некоторое время, когда исследование завершено, уже с помощью компьютера, графическим способом, все данные экстраполируются в будущее. И появляется такое графическое изображение, скажем так, будущего моды. Но этот подход, он имеет множество погрешностей. Одним из недостатков является то, что журналы мод не могут точно показать, какой период времени тренд был актуален. А главным же недостатком является отсутствие ориентации на людей, на их социальные потребности. То есть именно на ту тренд-аналитику, о которой я вот говорила ранее. Другим интересным подходом является закономерность, разработанная Джеймсом Лейвером, это английский историк, искусствовед, в 30-х годах 20-го столетия. Согласно его схеме, та одежда, которую человек носит за 10 лет до того, как она станет модной, выглядит неприлично. За 5 лет она выглядит бесстыдно, за 1 год уже смело, в год, когда эта вещь актуальна, это выглядит умно, через год это выглядит безвкусно, через 10 лет это выглядит отвратительно, через 20 лет ужасно, через 30 лет это уже выглядит необычно, забавно, через 50 лет необычно, а через 100 лет романтично.
Но вот этот вот большой цикл в 100 лет, да, он уже абсолютно не актуален, потому что ритмы моды, они изменились. Мода стала очень быстрой, она, можно сказать, стала сверхскоростной. Ассортимент в магазинах пополняется каждые 2 недели, если речь идет о магазинах масс-маркета, то есть о том же Топ-шопе, Заре и так далее. Если говорить о сегменте люкса, то тут тоже помимо основных коллекций уже появляются преколлекции, резорт-коллекции, капсульные коллекции. То есть человек сегодня хочет купить все здесь и сейчас. Поэтому говорить о долгосрочных трендах очень сложно на сегодняшнее время. Потому что мода, в принципе, это зеркало нашей жизни. Да? То есть жизнь наша может меняться самым неожиданным образом. Главное достижение моды в целом заключается в том, что сегодня мы диктуем правила. Дело в том, что до последних десятилетий 20 века моду диктовала элита. То есть вектор был сверху вниз. Сегодня мы, простые смертные, формируем новые течения. То есть формируем мы это сами того не осознавая. Мы формируем тем, что мы смотрим, с кем общаемся, кого ненавидим, кого любим, кого боготворим, что читаем, что обсуждаем на форумах и так далее. Вот на основе всего этого и появляются новые тренды, то бишь те же 90-е, вырезы на плечах и полоска. Спасибо. Пару лет назад читала какую-то статью, не помню, какой именно директор и какого именно российского журнала моды это была, но она сделала такое замечание. Я летела из Москвы в Рим, прилетела, у меня была какая-то деловая встреча, и вдруг я понимаю, что совершенно ни гардероб, который у меня в чемодане, ни вещи, которые на мне не подходят ни под ритм, ни под окружение, ни под атмосферу этого города, да, то есть и мне срочно пришлось там бежать, ну как бы она явно могла себе это позволить, да, срочно бежать и менять гардероб, да, в связи с этим такой вопрос, вот, наверняка же, и мы подсознательно и сознательно тоже с этим можем согласиться, есть такие вещи, которые совершенно неприемлемы под наш формат, географически, культурно, стилистически, да, то есть у нас больше есть такое разделение, как мы живем от свадьбы до похорон, например, да, и это зачастую, к сожалению, век радости формирует и наш каждодневный гардероб тоже. Вот немножко расскажи свое мнение. Ну, конечно, от региона очень зависит то, как люди одеваются, да, то есть это всегда можно, если много путешествуешь, всегда можно определить, да, даже не посмотрев на достопримечательности, где примерно ты находишься. В России есть свой определенный стиль, который, в принципе, можно сказать, сегодня, если говорить о Москве или там, о других крупных городах, все-таки становится более приближенным к западному. Но если говорить о провинции, то там вот идет такой культ внешнего вида, то есть в России не удивишь никем высокими каблуками в метро, например, да? То есть для иностранцев это нонсенс, потому что для них главное это комфорт, да? В аэропорту иностранцев не встретишь на каблуках никогда, да? А в России это в принципе, в России на лабутанах и в жестких поясах при перелете в Нью-Йорк это как бы в принципе нормально для русской женщины, а в Абхазии в принципе это тоже нормально. Вот. Но опять же, постепенно мы тоже меняемся. То есть сегодня мы видим, например, очень много кроссовок. 5 лет тому назад в таком количестве их как бы мы не видели. Но опять же, это связано с тем, что спортивный тренд, в принципе, очень глобальный, да. Но и с тем, что комфорт мы начинаем ценить больше. Вот. И, конечно, да, у нас есть некоторые вещи, которые могут быть в тренде, но которые нам абсолютно для нас неприемлемы. Да? Это определенные там откровенные там те же шорты, да, как бы где торчат, знаете, когда карманы, да, то есть они настолько короткие. Это очень популярный такой вот тренд, но у нас он не может прижиться, да, в силу наших традиций. Или я бы сказала, с таким главным, по моему мнению, недостатком является то, что мы боимся многих вещей. То есть нам не хватает смелости. И мы боимся сочетать какие-то вещи несочетаемые. То есть если, вот, допустим, в Западной Европе можно встретить девушку там в платье в цветочек, да, и в мартинсах, в грубой обуви на голую ногу. То есть такое на контрасте игра, да, хрупкого и грубого.
К сожалению, у нас так одеваются только самые смелые люди, да, потому что в Абхазии быть белой вороной – это не есть хорошо. Но это меняется. То есть это тоже процесс, который, в принципе, меняется на сегодняшний день. Вот, да. Ну и потом человек… Просто дело в том, что когда люди живут в большом городе, да, то там очень много субкультур. И человек, он, когда видит разное, он это все впитывает. А у нас, из-за того, что нас мало, да, мы не видим столько разного воочию. Да, нам остается только это наблюдать по телевизору, там, в интернете и так далее. Это гораздо, да, ну, как бы человеку гораздо сложнее решиться на какой-то такой смелый образ, да, если он его видит только в онлайн, да, а если он его видит вокруг, то гораздо легче как бы пробовать и пытаться. Спасибо. Да. Да, конечно. Я бы хотела, чтобы ты поговорила о стандартах красоты. Все-таки мода диктует стандарты новые или наоборот? Как это вообще происходит? Это, скажем так, процессы очень зависимые друг от друга. Сегодня стандарты красоты, они меняются, они ломаются, можно сказать. И это процесс очень медленный, к сожалению. Но начиная с прошлого года он стал более стремительным. То есть раньше мы видели только худых, там, стандартных моделей, да, на подиуме и в рекламных кампаниях. А вот начиная с прошлого года мы уже видим модели совершенно другого, скажем так, другой фигуры, совершенно разных. То есть проблема в том, что мода сначала диктовала только определенный стандарт, да? Вот мы видим рекламу, да? Если вот брать США, в этой стране большинство людей имеют первую степень ожирения. И когда они смотрят на модель, которая 2 или 4 размера, да, американского, они не могут представить просто эту вещь на себе. То есть для тех же марок выгоднее одеть модель 10 размера, да, даже если человек, который смотрит на эту вещь, если он, допустим, 16 размера, ему легче будет представить и одеть эту вещь на себя, скажем так. То есть марки, особенно масс-маркеты. Почему масс-маркеты? Потому что те, которые способны покупать люкс, они, как правило, следят за собой гораздо больше. Да? То есть в люксе тут господствуют в основном, скажем так, худые, ухоженные тела. Но если говорить о масс-маркете, то он быстро подхватил, что продажи увеличатся, если в рекламных кампаниях будут участвовать абсолютно разные люди. Потому что эти разные люди являются потенциальными клиентами. Вот если говорить о люксе, то люкс подхватил такой тренд, что вот на сегодняшний день в рекламных кампаниях люкса участвуют модели абсолютно разных возрастов. То есть дело в том, что потенциальными клиентами люкса очень часто являются взрослые богатые женщины. Да? И опять же, если женщина шикарная, богатая, там, женщина 60 лет, смотрит на рекламную кампанию и видит 18-летнюю модель, она не может на себе представить эту одежду. То есть, соответственно, многие знаменитые дома моды стали использовать взрослых моделей. Это, например, те же компании Dolce & Gabbana, да, они идеальные, они очень умные маркетологи, то есть их рекламные кампании, как правило, включают в себя абсолютно разных людей, да, начиная от детей, заканчивая там, взрослыми женщинами. Сегодня их лицом является Софи Лорен, то есть это тоже признак того, что стандарты красоты меняются.